800 тысяч рублей теперь должен банку 25-летний житель Елабужского района, поверивший незнакомцам. Ему позвонила неизвестная девушка, представилась сотрудницей финансового учреждения и сообщила, что мошенники пытаются снять деньги с его карты, а также оформить на него кредит. Затем мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и заверил, что все действительно так и есть. Когда она позвонила вновь, молодой человек выполнил все, что она говорила, лишь бы не лишиться денег, которых у него не было. На деле молодой человек оформил в приложении кредит на 800 тысяч рублей. Через банкомат перевел деньги на разные счета. Такую же схему мошенники хотели использовать и с 74-летней пенсионеркой. Она сказала, что нужно оформить срочно кредит, чтобы мошенники не могли воспользоваться деньгами моими. Аферисты оформили на ее имя кредит почти на 200 тысяч рублей и попросили перевести их на указанный счет. Но женщина усомнилась в словах незнакомцев и в последний момент решила спросить сына, хотя ей строго-настрого запретили кому-либо об этом говорить. Она сказала, никому не распространять эту информацию, даже близким родственникам. Я так и сделала, но потом у меня появилось сомнение, что здесь что-то не так. И я позвонила сыну. Он сказал, тебя разводят. Это мошенники. Полицейские напоминают, что представители банков не запрашивают у абонентов по телефону пароли и коды доступа, а также не могут рекомендовать следовать инструкциям работников банка и переводить деньги на безопасные счета. В случае обмана они рекомендуют обращаться по телефонам 102 или 112. Елена Саляхова, Айрат Назипов, вызов 112.